Так. Вот смотрите, новый топор у меня, ребята. На донаты подписчиков прикупил вот такой новый топор. Кованный. Здесь написано было. Топор хороший. Звук даже вот, скажем, нет такого железка. Вот. Если бы какое-нибудь железко было. Железо. Так, подожди. Звук. Вот. Видели как? Звон такой. Звон хороший и топор сам по себе хороший. Топорище сам делаю. По-простому. Короче, взял топор, рюкзак и пойдем. У меня сапоги дырявые. Вот и все дела приходится обходить. Лишний раз в лужи лезть не буду. Вот здесь елки, вот здесь елка обгорелая, вот тут елка. Это последняя елка осталась. Вот в прошлом году здесь одна елка свалилась, и вот последняя елка оставалась. Здесь у нас раньше избы не было, и тут под этими елками у матери брат ночевал частенько на сенокосе. Видно, что здесь вода была. Песок. И еще. Ну да, еще здесь идет вода. Вот эти сосны вот все больше и больше идут на луга, вот зарастает. Здесь еще, как мы видим, вода заходит. Ой, бля. Так. Там тоже. Между прочим, если сюда сетку закинуть, запросто можно ельцов сейчас поймать. Они сюда заходят. И здесь вот, блин, тут глубоко надо. Так, подожди. Перейти сможем, нет. Вроде собаки перешли. Но тут поглубже. Блин, я весь вперед скоро стану. Течение мощное. Сюда, скажем, если ветель поставить, там тоже попадет рыба запросто. Все здесь этими сторонами, блин, проваливаюсь. Песок. Вил. Нет, это не песок, а ил такой. Ужасно большая вода. А там как я буду... Ну, она и переплыла, там глубоко. Ну, тулан хитрюга, блин. Все равно умудряется. Обходит, места находит. Обходит. Но не лезет в воду. Айда напрямик ломанулась. Тулан, блин, ни в какую не хочет в воду лезть. Так, очередное препятствие для нас. Вышли на дорогу. Если здесь заехать на лодке и пройти вот сюда, там озеро начинается, километров, я не знаю, километров 10, наверное. И можно выехать также озеро, там Старица озеро, потом на малую речку и через речку выйти на Нившеру. Короче, можно ходить сейчас, если места знать. Ой, блин.
Видели как? Сколько воды сейчас. И там видно, как вода шла. Сейчас более-менее успокоилась. Уровень ниже. А видели, дорога идет. Все, дорога закончилась. Все смыло. Легко и просто. Смыло рекой. Опасно там ходить сейчас, конечно. Фу, черная вода такая, блин. План играет с птицами. Видели, дороги нету. Ладно, сейчас я заверну вот сюда в тайгу и пойдем в тайгу. Сходим, свежие следы лосиные есть, нету, там посмотрим. Если что, полонез будем делать. Короче, дело дрянь, ребят. Все залито водой. Мне надо на другой берег. А тут кругом старые старицы и везде залито водой. Дело фиговое. Муравейник. Муравьи там активно. Но вроде не весеннее, это осенью надо. Смотрите, тут сколько муравьев. Это в западню они что ли попали. Вон, смотрите, какое количество муравьев тут. Знаете, сейчас, наверное, я им мост такой придумаю. Сейчас ломаю дерево, вот этот куст. Они, наверное, в западню попали, ребят. Может и плавают тоже, но, знаете, вот так сделаем. И сейчас они перейдут сюда. Сколько их? Миллионы штук. Идите вон туда. Вон сколько их. Куча. Ну сейчас поймут, что к чему, и переправятся через этот кустик сюда, на большую землю. Одно доброе дело сегодня будем считать, что сделали. Но никак не получается. Нам надо вон туда. Это первый. Первая старица. Дальше вторая старица. Новое дело. Вот в таких местах кряквы и живут.
Сейчас вот некоторые подписчики спрашивают, сравнивают меня с Сашей Счастливым. Но смотрите, по какой тайге я брожу. Густой вообще. И везде у нас лес такой, Парма. А вот в Сибири, где Саша Счастливый охотится, у него, конечно, леса там вообще. Я не скажу, что там лес. Там, ну, мало. Не думал, что я в Сибири. Или может место такое, рельеф такой. Вроде у нас лес хороший. Дофига. Очень много леса. Но дичи нету. Вот сейчас мы идем, грохот такой. Если были бы рябчики, они на такой шум, они откликаются. Но тишина. Ну, хоть птицы есть, и то ладно. Вон, короче, куница следы помьет. Какие-то жучки он ел. Вот это у куницы следы. Они любят на таких валежниках отмечать. Так. Тупо иду, не знаю куда. С левой стороны вода, с правой стороны вода. Хотелось бы перейти. Так. Короче, охотники, в принципе, все одинаковые. Там, хоть ты в Сибири, хоть ты в Коми там или еще где, хоть в Африке. Если есть чего добывать, ты охотник и будешь что показывать. А если нету ничего в лесу, следы лоща. Это прошлогодние вроде как. Если нечего добывать, ты и показывать нечего. Так. Следы собаки. Ну, сейчас начнется миграция. Лоши подтянутся к нам. И вот по такой тайге, если бродить без солнца, новичку запросто можно заблудиться. Будешь на пяточке где-то крутиться, выхода не будешь находить. Так. Тут тоже у меня промысловые участки были. Ну все, уже я забросил тут полностью. Даже старых зачесов я не вижу. Вышел на райский уголок какой-то. Подсада мало. Ходить хорошо. А, Кулан? Тула?
Тут тоже следы лосиные. Здесь тоже у куницы помет. Это зимний помет. Вон. Вроде тайга, ребята, но охотник всегда все замечает. Главное, надо быть внимательным, смотреть, слушать. Обязательно слушать. Каждый хруст под ногами в стороне. Вот мне надо перейти вон туда и... Ну не знаю как. Там вроде елка. И сапоги, блядь, дырявые. Дома не проверил. На болото ходил, вроде нормально все было. Так. Вон, смотри. Глубоко, блин, тут. А почему-то меня тянет туда. Можно, в принципе, здесь где-то сделать какой-то слонец. Но там дальше были эти... Как же он называется-то? Сейчас скажу. Как же это называется-то дерево? Осины должны быть. Но в основном надо рябина или же черемуха, но в принципе рябины тут есть. Вот рябина под ногами. Ладно, сейчас я не буду гигабайт тратить. Если смогу, я, наверное, перейду на то место и уже там буду идти. Поглядим, в общем. Короче, перешли мы с помощью палки. Тулан остался. Тулан пока остался. Пока не переходит. Надеюсь, перейдет. Лок, тула, лок. Колям вед. Оставим, блин. Лок. Воды боится, как я не знаю кто. Так. Ну вот, мы на месте. На том самом месте, куда нам надо попасть. Здесь тоже миграция хорошая бывает. Подошел к муравейнику. Вроде все спокойно. Вот там зачесы у меня уже. Фу. Так. Все хорошо, ребят. Лок. Он бульдыхается. Лок. Отыщет сухое место. Где бы перейти? Лок. Тулан не угомонился, все еще лает. Вот здесь кормились лоси. Кормовая база тоже тут у них была. Но это прошлогодние. В этом году еще свежих следов вообще я пока не видел. Но тулан, блин, подводит меня. Боится воды. Так. Хотел из бутылки
сделать солонец такой маленький для зайчишек там туда-сюда. Но, ребята, это вообще в общем я передумал. И я ищу сейчас гнутое дерево, гнутое живое дерево. Мне вот такое дерево сейчас надо. И пока найти не могу. Для чего гнутое? Что я этим деревом буду делать? Я, если найду, покажу. Так. Там, тут зачесы мои. Так, значит, вон как идет у меня. Так, ладно, все, понял. У меня круг дальше, туда, вон ту сторону. Такой кружок я делаю, а обратно вот здесь возвращаюсь. Но здесь я напрямик сейчас пришел, и вообще интересно показалось. Как будто круг большой, но и в то же время от параллельной тропы недалеко. Ну да фиг с ним. Вот вроде деревьев миллионы, миллиарды, а вот выбрать нужное дерево не получается, не нахожу. Тут тоже прошлогоднее, но этой зимой я тоже, наверное, снимал вроде как. Это позапрошлый год уже. Здесь кормились они. Так. Ох, какой звонкий голос. Бестолковый звонкий голос сегодня издает. Перешел бы давно уже, но нет. Ну, в ту сторону я направляюсь к нему уже. Так. Такой кружок сделали, и сколько уже? Это полчаса, наверное. Минут 40 брожу. И все еще там он сидит. Вон он. Да. Вон он. Летает туда-сюда, но не переплывает. Боится воды, я не знаю как. Лок! Лок, где лок? Лок! 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 Лок, 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 лок. Вот смотри. Что я опять неправильно так делаю, что собака не переплывает. Лок, 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 лок. Если у собаки характер такой. Лок, лок. Лок, лок. Думаете, хозяину приятно слышать такой бестолковый лай? Да. Айде больше ласки. Айде больше ласки достается, пока тулан там. Лок, лок. Лок. Лок где? Лок. Лок. Также, наверное, буду спрашивать, есть ли у нас клещи. Ну, насчет клещей пока не видел в глаза здесь. Когда служил в армии, видел, а здесь нет. Но локни! Лок! Птица какая-то. Лок! Лок! Фигово, когда надо идти, вот так ведет себя собака. Вообще фигово. Психически неуравновешенные хозяева запросто в таких случаях могут выстрелить в собаку. Но лок, лок, психует. Лок, лок,
Лок, лок, молодец, давай, лок. Давай, лок. Вот смотри, вот боится еще. Что ты будешь делать, а? Ну, лок. Лок это по-русски иди ко мне. Иди сюда. Лок татче, иди ко мне. Вот мост ищет, где бы через кустик, через валежник перейти. Но напрямик боится. Лок. Я к тебе не подойду. Придешь. Пошли. Сейчас уже сюда возвращаться не будем. Сейчас вы смотрите, сколько иголок тут. Какой ковер получилось. Видели? Накопилось сколько иголок. Лок, где лок? Лок, где лок? Лок, уж, лок. Лок, таче, лок. На лок, таче, лок. Блин, по колено воды боится. На лок. Слышно где-то. Впереди уже тулан. Вроде переходит или айда там тоже. Бультыханье я слышал. Что-то я не пойму зачем. Впереди меня. Во, это летает. Вон там деревья гнутые, что я ищу. Тулан. Все еще на другом берегу. Лок! Это параллельно оттуда. Он по берегу бежит. Отойда сразу. И пример вроде есть. Идет. Ноги, наверное, достают там. Ох, хитрый, блин. Все-таки место нашел, где мельче, и перешел через мель вообще. Вон он. Ну, тулан, блин. Это нехорошо. Это очень нехорошо, тулан. Целый час я тебя ждал. Потом он, вот по этому берегу пришли, а он по другому берегу, он параллельно шел к нам и нашел брод. Давай, один. Многие советуют из лодки выкинуть собаку и пусть плюет, но я так не хочу делать. Хочу, чтобы самостоятельно как-то. Но первая собака у меня, сколько собак держу там, блин, один раз залезут в воду и не умеючи переплывают, потом все. У них в крови, потом каждый раз переплывают. А этот уже несколько раз в такие ситуации попадал, что падал в воду там с берега, там думал берег, там прыгает, там в воду падает, бультыхается. Но никак приучить не могу. Я не знаю. Я не знаю, как быть мне. Ох, первые цветы какие-то.
цветки. Я не знаю только вот, что это, багульник или фиг знает, какой-то кустик. Я уже по тропинке, где капканы, я по той тропинке уже иду. Этот ручей не замерзает даже зимой. Вроде умная собака, но воды боится. Люди ведь то же самое. Некоторые боятся воды, некоторые в лифт боятся садиться. Некоторые в самолетах не летают. А тут уже свежие. В этом году, наверное. В этом году уже кто-то раздербанил муравейник.